Татарстан, Адрызский район, деревня Варклет-Боди. До настоящего времени удмурты этой деревни сохранили обычаи и традиции, свою веру. Почему? Может быть, потому что здесь она была более истовой? Возможно, сам Всевышний Инмар захотел, чтобы его имя и в нашем веке звучало наряду с именами других богов. А предки, тоже почитаемые у удмуртов за богов, не хотели, чтобы их поминали как-то по-другому? Кто знает. Но, как бы то ни было, здешние жители и сегодня идут на специально отведенные места для общения с Богом, разговаривают с Ним, подношениями и молитвами просят снизойти до их просьб. Этот фильм посвящен верованиям деревни Варклет-Боди, представлениям удмуртов о времени и пространстве, то есть о природе и человеке, об их взаимоотношениях, а значит, о жизни. Гершит Вашашкон. Летнее моление Гершит. Сегодня Ебуртон, поклонение. Самый значительный день молений во всем обрядовом цикле. Сейчас идет подготовка. Жрецы и их помощники разжигают костер, раскладывают на земле березовые ветки, чтобы приношения, хлеб с маслом и пресные лепешки располагались на своеобразном столе. Участники моления развешивают белые полотенца, обозначая ритуальное пространство. Жертвуют овцу, 2 гусей. Все имеет свою очередность. День сменяется ночью, солнце, луной. За летом приходит осень, за зимой весна. Человек рождается и умирает. Все имеет начало и конец. Но в этой череде бесконечность. И это жизнь. Вот солнце восходит и снова заходит, и бродит по небу свет желтой луны. Сыны подрастают и нас покидают, свои у сынов подрастают сыны. В простых незатейливых словах этой народной песни удмурты смогли рассказать о круговороте природы, о незыблемости устоев, торжества жизни над смертью. Таким мировосприятием пронизано чувство жителей деревни Варклет-Боди в дни молений. Эти моления самые значительные, поэтому сюда приносят и хлеб с маслом, и пресные лепешки. Их расставляют на березовых ветках. В специальное молельное блюдо каждый из пришедших кладет горбушку хлеба с маслом, 2-3 лепешки в другое блюдо. Сегодня с нами профессор-этнограф Татьяна Григорьевна Владыкина. Это как небесные врата. В разгар лета Бог спускается на землю и живет здесь. Поэтому удмурты моления проводили на природе. Вот почему сделаны эти ворота. Это как бы вход, ворота в небо. Я вырос в этой деревне, но никогда не задумывался и не предполагал столь глубокого смысла в этом простом сооружении. С детства я был среди односельчан и на работе, и на праздниках, и присутствовал на всех обрядах, но я никогда не старался дойти до сути этих молений. Все, что происходило, казалось обыденным. Сегодня я возвращаюсь в детство, но уже смотрю на все совершенно другими глазами. Встаем лицом к солнцу и завязываем пояс. Во время молений всегда поворачиваемся направо, по солнцу. Во время поминок налево, против солнца.
Паллан пала беркишкен марамца. Самый. Куломер паллан. А бурса вещь вышашкеннен. А полотенце зачем повесили? Это во славу Бога, Инмара. Полотенце белого цвета. На белом свете ведь живем. Lügüt dünyaga oluşkan beri yürüyet narım toy medlos vanmaz Кадрлаза. kadarlasa inmares kadarlasa. Оказывается, и здесь соблюдаются законы круговорота мира. Даже пояс завязывается посолонь. Народу становится все больше. Молельные блюда заполняются хлебом и лепешками. Освещают лепешки. Одному из старцев показалось, что Выщащ повернулся налево. Но все правильно, порядок не нарушен. Несколько лепешек бросают в огонь. Полагают, что дым возносит их на небеса. Направо, налево, вверх, вниз. Ни в чем ошибаться нельзя. Шур со шурес, со колдунья шурес, со иник, со огажия, со Река – это дорога в потусторонний мир. Вверх по реке – это место молений, а вниз по реке – это место мертвых. Во время поминок из дома в дом ходят по течению реки, а во время молений – вверх, против течения. Вышашкунден волнаняз И писпезванец квасим забрать. Выше молельных мест поминать не разрешают. Место для поминок всегда должно быть ниже священных мест. Даже пенялся. Выше деревни даже играть не разрешали. Сейчас освещают хлеб с маслом. Несколько горбушек бросают в огонь. Освященный хлеб ставят на стол. Теперь этот хлеб могут отведать все. А это вылымычем, вверх возносимое. Это жертвоприношение верхним богам. Все, что освящается в этот день, предназначено богу Инмару. Блюда с жертвенной пищей устанавливают перед местом моления на ветках дерева. Я видел все это много раз, но объяснить смысл действий не мог. Оказывается, даже расположение молельных мест строго регламентировано. Все деревни располагаются у рек. Бодя стоит у речки Вархлет. Вверх по течению – места для моления. Ювыш-Вышан – место моления, которое проводят в честь посевов. Просьба богам дать хороший урожай. Акашка. Здесь проходят моления, посвященные совершеннолетию девушек.
Лут находится на другом берегу реки. Здесь поклонялись неведомым, неприрученным человеком силам природы. Гершит. Здесь проводятся летние моления в течение 5 дней. Баджинквала. Тут молились родоначальникам, покровителю рода, Лоршоду. Моя мама хорошо знала обрядовые песни деревни. Некоторые из них я успел записать. Я недавно снова прослушал эти песни и удивился их глубокому смыслу. Этот белый свет остался после матери, остался после отца. Останется он и после нас. Мир состоит из каждого из нас. Каждый из нас – это мир. Но в отличие от нас, мир, который называют белым светом, не исчезнет и без нас. Не мир кончится, мы кончимся. Но вопрос в том, каким он останется. Люди с помощью обрядов связывают прошедшие и будущие времена. Не мною мир начинался, не мною и кончится. В этой простой песне основа мировоззрения удмуртов. Суп готов. Его освещают. Вначале из одного котла, потом из другого. И каждый раз звучат прошения Богу Инмару. Кижен юминяне бурке потта салытке, шунут уйде шода салытке, шунут зорде шода салытке. Господи, Инмар Кылдыщин, праздник вершит, посеянные разбросанные хлеба наши верни нам с добром, дай нам добрых дождей, доброго грома, доброго лета, дай благополучия, здоровья, да будет благосклонно принято наше моление, да будет благословлена наша совместная жизнь. Простить Карен Маре, Мон Ямдышин Маре, Айжло Веранзи Берло Верайдер, Берло Веранзи Айжло Верайдер, Манештым Тодым Тене, Ачи Чошкатин Маре. Чунишермет, узда для жеребенка. Жертвовали 2 гусей. Полагали, что жертвоприношения легче достигнут Инмара. Гуси на своих крыльях доставят их по назначению. Ниже деревни, по течению реки, место усопших. Здесь находится кладбище. А это место для поминок.
Все, что делается нами в этом мире, все делается с соблюдением правил взаимоотношения с потусторонним миром. Первый покойник, если буревается, обязательно союз. Вот К молениям не приступают до тех пор, пока не проведут обряд поминовения. Покойников нельзя обижать. Это тоже место поминовения, но для умерших не дома, а на чужбине. Считается, что умершие все знают. Надо их обязательно уважить. Это все для умерших на чужбине. Соиник, вот, кажешо дали, Адямилен, тентачешам нергион. Человек, думая о будущем, был спокоен, и его вспомнят, уважат, так же, как всех ушедших. То есть искать утезы и свои буреваю зашусать. Люгейш – это деньги для бога Инмара. Вот женщина поворачивается налево. Знающие люди ее поправляют. Во всем должен быть порядок. Кости жертвенного животного бросают в костер. Вместе с дымом все прошения и жертвоприношения поднимаются к Инмару. Бульон с мясом уже освящен. Теперь можно приступать к всеобщей трапезе. Вошам пудолеш сильзе шемьянсо и огугедены. Вкушение священной пищи, совместная трапеза, момент единения, причастности к таинству моления, способ приближения к Богу. И вот и ожик инмарлино матегес лучкокать. Время между рождением и смертью и есть жизнь. Все это дано Инмаром. Рождение, взросление, женитьба, смерть – все должно проходить с соблюдением обрядов. И очень важно – соблюдением внутренней человеческой меры. У удмуртов есть такое понятие – подпорка для души, для сердца. Вера – это и есть подпорка, то есть поддержка для души. Нет веры – нет человека. Если человек теряет веру, а с ней чувство меры, он гибнет как личность. После ритуальной трапезы снова собираются у костра. Снимают вылэмычон, вверх возносимые. Снова обращаются к Инмару. Освящают молельные деньги. Далее совершают коленопреклонение. Потом разжигают огонь на местах старых кострищ, где проходили моления в предыдущие дни. У каждого костра совершают коленопреклонение.
Если светит солнце, дни прекрасные, и живется легко, если рядом родные. С детства я слышал эти песни, но кажется, только сейчас я начинаю понимать, что такое жизнь и смерть. Сейчас, когда не стало мамы. И только сейчас все глубже и глубже я начинаю осознавать ее песни, их вечный смысл. И уже совсем по-другому смотрю на жизнь своих односельчан. Мама знала много песен. Вот последняя, которую я успел записать. Бать пуношашкаюс, мама кногане ашмелану. Цветы вербы всего лишь пушинки. Мы в этом мире всего лишь гости. Да, наверное, в этом мире мы только гости. Этот белый свет остался после матери, остался после отца, останется он и после нас. Боги и души предков организуют будущее мира, которое проходит через сегодня. Объединяют время и родину, века и веки.